Ассаламу алейкум, уважаемые наши телезрители. В эфире передача «Спортивный клуб». Меня зовут Бекхам Магомадов. В общем, история чеченского спорта, она очень богата. И если взять современное время, конечно же, тоже нужно об этом говорить. Историю нужно знать, историю нужно повторять время от времени, так сказать. И сегодня мы в городе Гудермес, друзья. Это республиканский спортивный комплекс «Ахмат», а рядом со мной человек, который уже в данном зале и вообще в спорте больше 40 лет. Омар Абдулвадудов, вице-президент тяжелой атлетики Чеченской Республики. Омар, сегодня хотелось бы затронуть тему истории данного клуба, потому что все мы знаем, все любители спорта в особенности, как зарождалась история чеченского спорта после известных военных событий нам. И вы, Омар, человек, который непосредственно в этом именно зале 40 лет и помнит все эти моменты. Ну, история чеченского спорта, она, конечно, имеет свою долгую и глубокую историю, но основная наша история, которая написана, новая история возрождения Чеченской Республики, чеченского спорта после двух известных кампаний в нашей республике. Скажем, республика была полностью разрушена и не было никаких объектов, тем более спортивного характера. И Гудермес в то время, послевоенные годы, был немножко, так скажем, уцелевший один из городов республики. И все было сконцентрировано в этом городе. И, в частности, вокруг этого спортивного зала, потому что здесь было временное правительство, которое возглавлял Ахмат Хаджи Кадыров. Отсюда начинал свой политический олимп нынешний глава нашей республики Рамзан Ахматович. Все события, связанные и со спортом, и, скажем, с политической жизнью будущей республики, в новой его истории, начиналось все в этом спортивном зале. В 2002 году в этом зале был организован республиканский спортивный клуб «Рамзан». Я помню, как Ахмат Хаджи нас собирал здесь. Те, кто остался дома, скажем. Многие уехали, их надо было возвращать. И вот этот призыв Ахмат Хаджи, чтобы вернуть наших спортсменов домой. И для того, чтобы наши спортивные федерации, особенно по базовым видам спорта, олимпийские виды спорта, были сконцентрированы в республиканском спортивном клубе «Рамзан» здесь. Первое, что было сделано, это в 2003 году, в апреле, этот зал взял на капитальный ремонт. Здесь был произведен ремонт. И уже 9 мая 2003 года, ровно через месяц, этот зал был торжественно открыт. Сюда пригласили уже бывшая команда «Терек», сейчас она «Ахмат» называется. Тренер Талгаев, я помню, его пригласили, он здесь возглавил первый. Сюда же были приглашены все наши известные борцы, боксеры. Отсюда свою спортивную карьеру начал тот же Битербиев. Отсюда Имам Шамиль по боксу они начинали. Аптия Ухадов, тяжелый атлет, отсюда начинал. Если отбросить все такие, скажем, перипетии, нам удалось во главе с Рамзаном Ахматовичем, значит, собрать сюда первый визит. Это был Вайсара Сайтиева, пригласили, я помню, Далгештел Адлан Вараев, здесь был Джабраилов, был по боксу. Республиканский спортивный комплекс «Ахмат» всегда славился сильными тяжелоатлетами и боксерской школой. Наряду с Умаром Абдулвадудовым Резван Бекиев отдал 24 года своей жизни воспитанию спортсменов. Свою деятельность свою начал я как общественник. Это было в школе, я преподаватель физической культуры. Ну, потом потихоньку, как мы знаем все, в 2007 году были условия, самые тяжелейшие условия. Почти условий, можно сказать, практически не было. Но благодаря нашему главе Рамзану Ахматовичу условия стали просто на самом высшем уровне. Здесь свою деятельность я начал с 2004 года. Как мы все знаем, отсюда начал и Артур Битербиев, Ислам Идюсултанов, Алихан Алтарханов. Первые призеры России, которые были, это Алихан Алтарханов, Ислам Идюсултанов. Битербиев стал чемпионом. Вообще зародилась история бокса, скажем, Чеченской Республики вот отсюда. Вот здесь все и началось. Именно бокс, благодаря
этому месту благодаря Рамзану Ахматовичу. Вот здесь все и началось. На Пекинской Олимпиаде 2008 года уже участвовали наши спортсмены. Это золото Исламбек Альбиев по греко-римской борьбе. А в 2012 году в Лондоне мы уже 8 человек из нашей республики были в составе сборной России и принимали участие на Олимпийских играх в Лондоне. Сейчас, конечно, немножко отдалившись от этого времени, как-то легко это произносится, легко считается. Это было очень трудно и в то же время очень, скажем, такое хорошее время для воспоминаний. И скажу вам, что Рамзан Ахматович действительно, несмотря на свою занятость и так далее, вложил очень много сил и энергии и возможностей для развития нашего чеченского спорта, для наших спортсменов. Первая международная встреча была проведена в этом зале. Это Кеокушинкай, Курбанов, Лечи. Кстати, вот этот момент я не помню. Кёкушин здесь, первые соревнования послевоенные, да, такие крупные это были? самые первые соревнования были Лечи Курбанов, Кеокушин. Япония сборная приезжала, и наши здесь, да, в этом зале. Это какой год, Омар? Это где-то 2004 год, 2005 год, нет, я точную дату не помню, но это было первое такое знаменательное событие. После этого уже были товарищеские встречи сборной США и нашей на стадионе. На стадионе уже чествовали наших первых чемпионов, скажем, тот же Эдиев, несмотря на свой возраст, уже в тяжелой атлетике, 2005, 2006, 2007 года он был призером чемпионата мира. Все отсюда начинали. Но вот эти наши ветераны, которые, скажем, сейчас я называю того же Эдиева, там у нас много было спортсменов, они дали нам карт-бланш для развития этих секций, организовать эти секции. Было тяжело, материально-техническая база была слабая. Я сегодня, вам скажу без пафоса, спасибо Рамзану Ахматовичу, действительно, это надо было, знаете, в то тяжелое время очень много средств нужно было для развития, для возрождения нашего чеченского спорта. Ну, конечно, и в политическом плане Ахмад Хаджи говорил нам всем, что надо свои достижения показывать на полях, спортивных полях, там, аренах. Почему? Потому что очень много собак на нас навешали, в кавычках, что мы уже международными террористами нас обзывали. И наши спортсмены, это кто первый поднял флаг нашей республики, кто заявил о чеченах, кто был в сборной составе сборной России и в корне изменило мнение о нации чеченцев, это были наши спортсмены. Абсолютно. Когда мы ездили по соревнованиям раньше, по разным городам ездили, когда мы там видели залы, мы всегда, это было 2000-е годы, были такие времена, хирчцы, мы завидовали, а сейчас пусть завидуют другие. Алхамдулиллах, все хорошо у нас, алхамдулиллах. Этот зал, он имеет очень глубокую историческую такую ценность, скажем, в смысле начала пути послевоенного. И, кстати, в этом зале был и Майк Тайсон. Да, кстати, да. Есть даже подтверждение нашей картинки. Кому это удалось, это Рамзан Ахматович. Он буквально вот здесь напротив сидел на международный турнир. Тогда был Ахмад Хаджи Кадырова. Первый турнир, он был здесь. Вот это мы помним все прекрасно. Омар, вопрос следующим. Сам Рамзан Ахматович очень часто в своих интервью, когда у него спрашивают о спортивных достижениях республики, упоминает данный зал, он упоминает с таким трепетом, с хорошими воспоминаниями. И, конечно же, именно свой любимый вид спорта – бокс, да? Ты помнишь именно в это время, как возрождался именно бокс в этом зале, и как такое отношение к этому виду спорта? Конечно, помню. Знаете, это начало было такое, все-таки необходимо было создать федерацию по видам спорта. И я вам скажу, что он назначал руководителей федерации, они и сейчас возглавляют наши спортивные федерации. Сам Рамзан Ахматович возглавил бокс, он был любителем этого бокса, он
Очень. И я скажу вам, что в то время это была целая эйфория, столько молодежи пришло в бокс и по всей республике. Я скажу вам, первенство и чемпионаты республики, они собирали больше 5000 спортсменов, очень большое. И надо отметить, что тот же Бетербиев, он еще юношей был в этом зале, здесь тренировал. Имам Хатаев здесь тренировался. Очень много наших известных боксеры начинали свой путь отсюда. Со временем развития материально-технической базы в республике, многие уже, там, скажем, чисто и в Грозном, и по селам, и в районах уже определились. Рамзан Ахматович не чурался, скажем так, чтобы прийти на тренировку, побоксировать, Вот это поднять интересно. зал тяжелой атлетики, по штанге потренироваться. Он любил в футбол играть. Он никогда себя не позиционировал, как, скажем, как президент, как руководитель. Он не отходил от спортсменов. Больше того, он участвовал в их личной жизни. Больше того, меня вызвало удивление, когда на открытии этого зала 16 июля, после капремонта, Это он действительно, да, в этом году? Да, в этом году. И он действительно всех тренеров, спортсменов поименно, мелкие детали, которые, может быть, даже это удивляло меня, что он все это прекрасно помнит. Он буквально помогал вот этот балкон делать, мы с ним вместе варили, скажем так. Он буквально вот эти полы мы меняли вместе с ним, да. С тех пор они сохранились. Человек, который, он был рядом, он всегда был среди, а не где-то в стороне и не наблюдал со стороны. Я, скажем, много лет в спорте уже как заслуженный тренер и так далее. Я в сборной СССР был в свое время. Я вам скажу, таких, скажем, поощрений и подарков, которые Рамзан Ахматович дарил и дарит сегодня нашим спортсменам, это не снилось даже. Я помню, наши спортсмены не смогли поехать в 2016 году на Олимпийские игры по запрету и санкциям. Он всех кандидатов в олимпийскую сборную пригласил в администрацию и всем дал те призовые, которые получают на Олимпийские игры. На Олимпийские игры. Это И было... сейчас он настолько, скажем, доступен для спортсмена и прост в общении, не утрируете, он настолько близок к человеку, что он заслуживает особой благодарности от спортсменов и тренеров нашей республики. Я лично ему благодарен, потому что, сколько я здесь работал, себя я смог реализовать именно тогда, когда Кадыров возглавили республику. Я проводил очень крупные международные даже проекты, реализовывал их. И итогом, скажем, всей моей трудовой деятельности, когда на открытии этого зала он вручил мне высшую награду республики, орден Кадырова. Это для меня честь. Я горжусь этим, поэтому от всех спортсменов, тренеров только слова благодарности в адрес этого человека. Умар, для тебя данный спорткомплекс, я уверен, что это для тебя второй дом. Да. 40 лет именно здесь. Но вот как начиналась твоя история, связанная с этим залом? Как ты начинал? Расскажи, пожалуйста. Я учился в институте в Москве, скажем, Московский институт физкультуры, там была кафедра тяжелой атлетики на тренера. И там же я выступал и занимался за сборную Московской области. По тяжелой атлетике? Да, по тяжелой атлетике. И по, скажем, завершению учебы в институте я был возвращен в республику. Уже тогда была такая тенденция. Я уезжал отсюда в институт и сюда вернулся. Тогда у нас руководитель спорткомитета был Байраков. Он меня назначил в Гудурмес. Именно сюда, в этот зал, я приехал впервые в 1979 году. Сколько тебе лет было на тот момент? 23 года. Я Шала. уже был после армии. Там, Молодой тренер. да, уже молодой тренер. Я, скажем, больше того, я получил травму, и мне пришлось оставить большой спорт. И с этой, я перешел сюда, в этом зале, тяжелой атлетикой. И, скажем, если не 40, около 40 мастеров спорта подготовил, 5 международников. Мои спортсмены становились победителем призером чемпионатов СССР, Европы, мира. Поэтому этот зал, я здесь знаю все, скажем, и от канализации, заканчивая кабинетами. Все моими руками было сделано. Этот зал для меня очень дорог, конечно.
Но особую популярность, известность этот зал и как профессионал я себя реализовал только тогда, когда в послевоенные годы Рамзан Ахматович создал этот клуб и возглавил чеченский спорт. Летом, в начале лета, получается, полностью закончены вот эти вот работы по реконструкции. Вот что сделано, что изменено? В 2013 году переименовали Республиканский спортивный клуб «Рамзан» в Республиканский спортивный клуб «Ахмат». Резиденция перешла, офис в городе Грозном. И зал, скажем, немножко так остался, ну, и, конечно, канализацию обновили, электрику, косметические ремонты, капитальный ремонт кабинетов, спортивных залов, инвентаря. Нас, как здесь тренеров, в этом зале, ну, 9 тренеров работают, скажем, до 200 и больше детей здесь, скажем, по секциям. Тяжелая атлетика очень хорошая у нас в районе, бокс неплохой. Поэтому и борьба, и бокс, и футбол, все начиналось отсюда. И многие ветераны со всей республики с трепетом относятся к этому залу и тем соревнованиям, которые мы и сейчас проводим здесь. Я надеюсь, что сейчас очень много у нас кубков здесь, много исторических таких артефактов, которые мы собираемся сделать так мини-музей в этом зале. Я надеюсь, что вот то, что наши спортсмены, тренеры оттолкнулись в свое время от этого зала и вышли на большую международную спортивную арену и прославили наш чеченский спорт, особая благодарность и все заслуженные награды, конечно, Рамзану Ахматовичу. Спасибо ему, Далдикансбекам Бойлю. Каждый день в спорткомплексе «Ахмат» тренируются спортсмены. В тот момент, когда мы пришли в гости, застали молодых боксеров. Наблюдая со стороны, ты сразу замечаешь, насколько ответственно и внимательно они относятся к своему делу. И вот тогда понимаешь, что мы можем быть спокойны за будущее чеченского спорта. Также мы поговорили с некоторыми из них. боксом заниматься дальше. Дик арвыкшу, дик хаушу. Кайга, дисциплин хлайез, тренеры гладуадиез. Бог деш дауиез. Дик тренерш буш баатар ишятер. Амаро дик амо. Шорт соревнования шкала талета. Республика лета со всероссийской соревнования шкала лета. Юность России 17 числа приготовиться для что-то. Ремонт начинается, ремонт сцена. Декоратор. Ара футбольное поле, но хоза холцу теалов. Дерес холшун осана. Юность России июнь 17 числа. Дал мула тига первого шуса. Дал мула. Когда дал рухса. Пользуясь случаем, не могу не задать этот вопрос. Ты являешься вице-президентом тяжелой атлетики Чеченской Республики. Было бы логично спросить, вот какие времена сейчас переживает именно тяжелая атлетика в республике? Не только в республике, но и в России очень тяжелые времена, и не только тяжелая атлетика, санкции против российского спорта и, конечно, допинговые такие скандалы. Я бы их не называл даже скандалами. Это такая политическая интрига против российских атлетов. Наша тяжелая атлетика, благодаря родному брату Ахмад Хаджи, Магомеду Кадырову, мы буквально вот сейчас на днях провели турнир памяти Ахмад Хаджи Кадырова. Кстати, да. Достойные результаты, достойная смена, новое поколение возрастает. Но ситуация вообще в тяжелой атлетике, мы не выездные. Точно так же и борцы, скажем, клубные виды спорта, они еще могут на международной арене, скажем, в рамках ОДКБ, БРИКС, там, СНГ где-то участвовать. Но официальные чемпионаты Европы, мира, тем более Олимпийские игры, нам пока закрыты. Я надеюсь, что последние Олимпийские игры в Париже, там вот это вот бесогонство, которое Бах там устроил. Ужас, что творилось. Да, ужас, что творилось. И сейчас уже такое, я так думаю, что возврат международный, так скажем, тем более сейчас Международный олимпийский комитет выступил о независимости МОК.
Не от никакого государства, не от политики. Ну, это правильно, логично. Да, это логично, потому что он был всегда вне политики. Но когда уже индустрия спорта, там, политики вмешались в это дело. Но сейчас я думаю, что ну, буквально, может быть, последняя сейчас будет сессия международная. И наш Олимпийский комитет России уже внесло определенное предложение. Я думаю, что к концу года мы уже узнаем, по крайней мере, тот вердикт, который будет по отношению к российскому спорту. Да, такие разговоры велись. Многие говорили, что не хватает российских спортсменов на Олимпиаде. И мы надеемся, что к следующему олимпийскому циклу мы увидим, да, российский триколор на Олимпийских играх. Больше того, увидим, да, но наши, скажем, чеченские спортсмены, чеченский спорт, он не расслаблялся. Я знаю, что и дзюдоисты, и боксеры, тяжелоатлеты и так далее. У нас и сегодня в сборной России более 200 спортсменов по опорным видам спорта, базовые виды спорта, олимпийские виды спорта. Я надеюсь, что да, к следующей Олимпиаде все выровняется, и мы будем радоваться за наших спортсменов, за наши результаты. Омар, возвращаясь к истории, да, именно истории тяжелой атлетики. Если взять период Советского Союза и сравнить с настоящим временем, я знаю, что вот, тяжелая атлетика была очень популярна вот, в советское время. Даже в частности мой отец занимался тяжелой атлетикой. И вот если сравнивать вот эти вот периоды, вот эти вот времена, насколько сильно популярен был этот вид спорта тогда? Тогда он, конечно, был популярен, скажем, в молодости моей даже. Сейчас немножко мир изменился, и, скажем, не в хорошую, так скажем, сторону. Эти гаджеты, интернеты у молодежи, у детей забрали, ну, захватили их мозг. На первый план сейчас немножко вышло профессионализм в спорте или материальные такие блага в спорте. Они несли свою корректировку, конечно, и в отношении к детям, и в секционной работе. Хотя наша республика чисто менталитетная или по своему характеру мы больше, скажем, к единоборствам склонны. Личная слава, личный успех. Я не скажу, что залы сейчас заполнены, забиты, скажем, тоже тяжелой атлетикой, как в советские времена. Ну, дети ходят, ребята есть. Меня немножко беспокоит, конечно, тот морально-этический облик нашего подрастающего поколения. Это связано, это мое субъективное мнение. Но мы немножко утратили там, в хорошем смысле слова, фанатизм к этим видам спорта. И сейчас на первый план всегда выступают у нас какие-то материальные блага. Для меня в свое время было достаточно, может быть, и вашему отцу показать себя на пьедестале и сказать, сынок, чего. И вот этого было достаточно. И хотя, с другой стороны, спортивная жизнь, она такая короткая, и человек отдает очень много энергии, сил, очень большие травмы, и там могут тебя в один миг там, списать с большого спорта. И вот то, что Рамзан Ахматович для блага спортсменов, это очень хорошо. Но оно не должно являться каким-то основным приоритетом или мотивацией для занятий спортом. Все-таки дух чеченца, наша вот республика, наш флаг, наш гимн, мы должны его как-то в этом смысле ставить. Чем выше условия для тренировки и занятий, тем ниже результат. Да, это истина. Мы тренировались в подвалах. Я не призываю сегодня вернуться в подвалы, но тем не менее элемент, там, скажем, первобытности, тот же Деги Багаев, Далбек Алгойлис, когда тренировал своих ребят или был на соревнованиях, борщ вацу, тег вацу, халвалис буглар, войнохчи литершдер, вахавили курт алат халсавалич буглар, курт ал бош, курт саал нохчи лир волш. Поэтому вот это вот, скажем, все, конечно, хорошо, высокие такие высокопарные слова, спортивная медицина, спортивная психология и так далее. Но у чеченцев есть одно, которое всегда, как Рамзан Ахматович в свое время сказал, лучше смерть, чем быть вторым. Поэтому мы будем стараться, мы будем биться. У нас действительно очень хорошая молодежь, очень хорошие кадры тренерские, очень хорошие федерации. Их возглавляют люди из команды Кадырова. Поэтому недостатка и в инвентаре или материальном там благе
у наших спортсменов нет. Омар, Дейл Рейс Хилл, очень такое содержательное интервью. Я знаю, график плотный, много соревнований. И то, что вы выделили для нас время, на самом деле это очень ценно. Дейл Рейс Хилл, что ответили на наши вопросы. Я очень надеюсь, что это не последняя наша встреча. Обязательно после таких хороших результатов мы к вам придем и запишем такое же прекрасное интервью. Без вас бы нас, наверное, мир не узнал. Поэтому спасибо вам. Уважаемые наши телезрители, на этом у меня все. Смотрите передачу «Спортивный клуб» каждую неделю на канале Вайнах. Адикелд.